Крым Реалии. Здравствуйте, это радио Крым Реалии. Напомню, что на территории Северного Крыма нас можно слушать на частоте 105,9 FM, а также можете круглосуточно нас смотреть в Ютубе и в Фейсбуке. Читайте наши материалы, слушайте также наши материалы на сайте Крым Реалии. И не забывайте также писать нам комментарии и предлагать темы для следующих программ. Мы действительно открыты для общения и для ваших сообщений. И в отличие, если, наверное, вы уже могли заметить, мы, в отличие от большинства крымских медиа, мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам прямо сейчас и высказаться то, что вы думаете по теме нашей сегодняшней программы. 8 800 10 06 926 наш телефон для бесплатных звонков из Крыма. Итак, о чем сегодня мы будем говорить? Российское издание «Правда» в июле вышло там такой материал под названием «Телескопы могут ослепнуть». Крымская астрофизическая обсерватория вновь грозит опасность. Цитирую этот материал: в непосредственной близости от уникальных научно-технических объектов телескопов неугомонная строительная фирма «Консольстрой ЛТД» вновь взялась за строительство жилищной недвижимости. Также эта газета российских коммунистов напоминает, что еще в 2008 году, когда Крым находился под контролем, они пишут в незалежной, имеется в виду в составе Украины, компания «Консоль», заключившая договор с руководством обсерватории, развернула на ее территории широкомасштабное строительство элитного жилья. По условиям договора 15% жилплощади передавалась обсерватории, 85% «Консоли», компании «Консоль». В интернете появилась реклама о будущей распродаже жилья на горном курорте. Ученый совет потребовал от руководства объяснения. Оказалось, что договор о строительстве на территории обсерватории для продажи целого микрорайона, 2 семиэтажных элитных дома-башни, 2 трехэтажных дома, 2 блока, содержащих по 4 трехэтажных дома, таунхаус, а также целый ряд дополнительных сооружений, не имеющих никакого отношения к науке. В частности, семиэтажная гостиница, ресторан, спортивно-увеселительные сооружения, бассейн, гаражи. И все это договор этот был заключен под предлогом необходимости жилья для молодых сотрудников обсерватории. Ученые, осознавая весь масштаб грозившей опасности для работы обсерватории, еще в апреле 2010 года вышли на протестный митинг против губительной для науки застройки. И при поддержке крымской общественности и СМИ ученым удалось отстоять обсерваторию. Строительные работы были прекращены. Напомню, что вот с таким этот материал под названием «Телескопы могут ослепнуть. Крымская астрофизическая обсерватория вновь грозит опасность». Этот материал вышел на сайте, и в газете был опубликован, главной газете российских коммунистов, «Правда». Вот та самая знаменитая газета «Правда». Но не только об этом писала газета «Правда». Мы сейчас немножко по предыстории всего этого вопроса. Вот сейчас Ученые опять недовольны тем, что ведется строительство вот этих всех комплексов на территории обсерватории. На земельном участке этой обсерватории. Но дело в том, что у этой истории есть предыстория. В 2013 году, еще до российской оккупации и аннексии украинского полуострова Крым, крымские ученые выходили на митинг. Тогда они требовали, чтобы эту обсерваторию не расформировали, не лишали ее статуса юридического лица, как это хотели тогда сделать из Киева. Потому что тогда ученые предполагали, что после вот всех этих процессов, после расформирования обсерватории, передачи ее под управление в другое юридического лица, земельный участок обсерватории будет полностью застроен. Давайте послушаем, что тогда требовали работники обсерватории на этом митинге в Симферополе. Крымчане говорят. Землю ученым, а не олигархам! Землю ученым, а не олигархам! Митингующие, недовольные решением власти, скандировали «Позор Константинову». Напомню, распоряжением Кабинета министров Украины от 28 октября 2012 года Крымскую астрофизическую обсерваторию объединили с Киевским национальным университетом имени Шевченко. По словам митингующих, строительные компании уже не первый год присматривают себе лаковый кусочек земли и учреждения. Но любая застройка на территории обсерватории уничтожит существующий астроклимат, что сделает невозможным проведение научных исследований. Потеря юридического лица, которая неизбежно наступает после реорганизации, приведет к тому, что земли, которыми располагает Крымская астрофизическая обсерватория, на сегодняшний день защищены государством, законами, может стать свободна для приватизации, для застройки. Крымчане говорят.
Вот так тогда в 2013 году работники Крымской астрофизической обсерватории митинговали против присоединения, лишения Крымской астрофизической обсерватории статуса отдельного юридического лица. Потому что боялись, что территория будет застроена строительной компанией «Консоль». Если вы там не были, в этом поселке Научный, который находится не так далеко и от Симферополя, и от Бахчисарая, то поверьте просто на слово. Это такая горная, красивая горная местность, напоминает где-то издалека там Южную Францию, может быть, где-то Швейцарию. Но, в общем, это очень такое красивое, вкусное место для застройщика, чтобы продавать там, квартиры или там дома, и причем, достаточно обеспеченным людям. Но есть один момент. Там находится Крымская астрофизическая обсерватория, которая является национальным достоянием Украины, и которая была, как и все остальное имущество на территории аннексированного Крыма, была отобрана у Украины в 2014 году вот этими подконтрольными России чиновниками. Но и до 2014 года господин Константинов, напомню, он тогда возглавлял Верховную Раду Автономной Республики Крым, после этого он стал просто-напросто возглавлять подконтрольный России Крымский парламент, и ему же принадлежала и, наверное, принадлежит эта самая компания «Консоль Строй ЛТД», которая сейчас застраивает этот самый поселок Научный. В чем проблема? В чем проблема вообще застройки? Казалось бы, построили там дома, и, дома же не полностью всю территорию застраивают. Но нет. Вот даже на канале Крым-24 вышел материал, который называется «Цивилизация наступает. Иллюминация городов затрудняет наблюдение крымских астрономов». То есть любое жилье, которое строится в непосредственной близости от обсерватории, оно фактически делает эту самую обсерваторию слепой. Вот сейчас мы послушаем Петра Петрова, главного научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории. Астрономы ищут самые темные места на планете, подальше от городов, от населенных пунктов, повыше над уровнем моря, там, где небо самое темное. Но цивилизация наступает со всех сторон, не только у нас. Это проблема для всех астрономов во всех странах. Мы не можем убежать, мы здесь уже давно существуем, поэтому мы должны как-то пытаться ограничить засветку существующую. Это сказал Петр Петров, главный научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории. А вот каким образом, пытаются вообще ограничить эту засветку, и какой выход из сложившейся ситуации, вот когда есть обсерватория, где необходимо увидеть там звездное небо, желательно без светового этого шума и мусора, вот какой выход из этой ситуации предлагает Алексей Бакланов, ученый, секретарь Крымской астрофизической обсерватории, мы сейчас услышим. Уже сейчас наша обсерватория не может наблюдать такие объекты, как спутники Урана, Нептуна. Со временем будет только хуже. Поэтому нужны какие-то кардинальные меры для решения этого вопроса. Такой мерой может быть введение охранной зоны вокруг обсерватории. Уже сейчас в правительстве Российской Федерации есть проект постановления об охранных зонах, и мы надеемся, что в ближайшее время его примут. Я бы хотел, вот если бы господин Бакланов нас сейчас услышал, ученый-секретарь Крымской астрофизической обсерватории, да вот в газете «Правда», которую я уже цитировал, они приводят слова господина Всеволода, если сейчас я его найду, как же его зовут, в общем, местного активиста, который говорит о том, что еще в 1990, до Второй мировой войны Совет народных комиссаров РСФСР принял специальное постановление о 3-километровой защитной зоне, которая запрещала всякое новое строительство без заключения специальной межведомственной комиссии. Позже, в 1997 году, удалось провести через Республиканский Верховный Совет, имеется в виду через Верховный Совет Автономной Республики Крым, постановление о порядке функционирования защитной зоны Крымской астрофизической обсерватории. То есть эти законодательные акты есть, которые ограничивают строительство в 3-километровой зоне. Но, тем не менее, строительство ведется. И вот появляется также материал на севастопольском сайте примечания. СПА вместо звезд. Спикер парламента Крыма застраивает обсерваторию в Научном. То, что, теперь цитата из этого материала, то, что главе Госсовета Крыма Владимиру Константинову не удавалось при Украине, наконец свершилось. В светозащитной зоне Крымской астрофизической обсерватории в поселке Научный выросла 12-этажка элитного СПА-центра. Выросла при молчаливом согласии астрономов, которые еще 10 лет назад смело ложились под бульдозеры ради сохранения национального достояния. Мы, кстати, перед вот этой записью, перед этим нашим прямым эфиром,
эфира мы пообщались с руководством Крымской астрофизической обсерватории. И сейчас я предлагаю вам послушать. Это будет говорить Николай Киселев, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории. Он вообще рассказал Крым Реалии, чем же занимается эта обсерватория. У нас направление исследования – это Солнце. Направление исследования – это физика звезд, нестационарных звезд, галактик. Так что вот эти темы, которые были, они как бы многолетние, они продолжают. Телескопы работают, сотрудники работают, статьи пишутся. Остались те же подразделения научные программы. У нас зарплата хорошая, но плохо, что нет финансирования, скажем, на материал, то есть на приобретение приборов, материалов и так далее. То есть вот технического, так сказать, переоснащения. Своими силами мы что-то делаем. Вот недавно приборы 2 запустили. По мелочам делается. В этом году купол покрасили, то есть старую краску ободрали, все, покрасили. Сейчас будет радиотелескоп на Южном берегу там делать в Коцевеле. То же самое покраска, потому что все за много лет проржавело и так далее. Работа идет как бы. Перспективы, вот мы планы пишем, они же связаны с финансированием, то есть нужно большие влияния. Пока такого, на мой взгляд, больших влияний таких нет в настоящее время. Да, но тем не менее, значит, тут по мнению этого самого господина Киселева, Николая Киселева, доктора физико-математических наук и главного научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории, сотрудники этого учреждения обеспокоены строительством вот этого, в том числе этой 12-этажной гостиницы. Но им не хватает полноценного исследования на предмет влияния строек на работу обсерватории. Мнение. Нет, конечно, любая засветка мешает. Это безусловно. И каждая обсерватория имеет охранную территорию. В рамках этой территории нельзя строить близко. Например, напротив обсерватории там есть какая-то гора, и там сейчас прокладывают дорогу, и что-то там собираются как бы строить. Поэтому сотрудники писали по этому поводу и получили ответ, что нет, ребята, мы, так сказать, понимаем вашу озабоченность и не нанесем вреда. А что касается уже этой консоли, которая уже там пробита, честно говоря, я не знаю. Тут надо, понимаете, здесь же может быть 2 точки зрения. Любая застройка, она вредит, а второй момент, значит, она может быть и не вредит, потому что это находится, там же слои такие глубокие, и это находится внизу. Насколько это может вредить, я не знаю, но часть сотрудников была категорически против. Вообще, и сам же поселок, в принципе, как-то уже разросся. Хотя основные жилые такие здания находятся в этом, в Нижнем Сае, как по-другому, я не знаю, называют. В Крыму, как, по-моему, по-другому называют. Вообще, говоря, это вопрос несколько, может, эмоциональный. Нужно провести было бы исследование. Вот эта засветка, какая она будет. Будет ли мешать, не будет ли мешать. Такое научное исследование, а не просто эмоциональное. Нет, строим, нет, не строим. Это моя точка зрения. Мнение. Это было мнение Николая Киселева, главного научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории. Но и еще раз напомню, о чем мы сегодня говорим. Вот непосредственно на территории этой Крымской астрофизической обсерватории в 3-километровой охранной зоне сейчас, помимо того, что вот после 2015 года, уже после российской аннексии Крыма, вот компания «Консоль» таки построила, во-первых, 5-этажку жилого комплекса «Лесной». Туда звонили наши коллеги-журналисты, там уже все квартиры распроданы в этом жилом комплексе. А сейчас продолжается возведение 12-этажного отеля. Там же рядом. Отеля со спа-комплексом, с гаражами, и там со стоянками и так далее. Там квартиры не продают, но это будет такая вот гостиница. В общем, как бы то, что не удалось до 2014 года, сделал господин Константинов уже после российской аннексии, когда он, собственно говоря-то, и остался в том самом кресле, в котором и сидел, просто флаги поменял господин Константинов. Ну, а вообще, насколько эта территория, она важна для Украины, важна для Крыма? Вот этот вопрос я сейчас адресую Ахтему Чийгозу, заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа, председателя Бахчисарайского регионального Меджлиса и бывшему депутату Бахчисарайского районного совета. Ахтем, здравствуйте.
Добрый вечер. А вот сегодня говорим про поселок Научный и про строительство компании «Консоль». Там в начале жилого дома, а теперь и гостиницы. Неужели это такое вот действительно место, где нужно было строить эти большие такие дома? Но исходя из той логики, что сейчас творит оккупационная власть, рассчитывать на какое-то благоразумие и, в общем-то, такие ценности, да, там как природа, как заповедные зоны, не приходится. И все вот после того строительства дома, ну, аппетиты Константинова всегда были такие авантюристические и абсолютно без норм какого-то правил поведения. Он учился там в школе. Я эти места очень хорошо знаю. Там был комплекс изучения, значит, и к тому месту все, в общем-то, вот я 25 лет до оккупации знаю, что очень щепетильно относились. И как-то была попытка, если мне память не изменяет, после его избрания спикером в период Украины, он там что-то пытался, но там общественность и ученые, которые прикомандированы и которые живут там, в обсерватории работают, выступили с большими претензиями, и это было остановлено. Но это было при демократической Украине, когда мнение общества, мнение людей, закон так или иначе соблюдался на территории Крыма, очень была активная общественность, порой даже чересчур активно, подогреваемая, но все-таки шло такое конструктивное обсуждение, прежде чем что-то строилось. Сейчас это беспредел, и хочется вот сказать, что мне кажется, они настолько вот ситуативно подходят, ситуативно живут, обманывая самих себя, что это навсегда и они там вечны, кара будет неизбежна. Ахтем, скажите, а на ваш взгляд, это вот инициатива по застройке непосредственно этого территории, которая прилегает к астрофизической обсерватории, это инициатива господина Константинова, вот как бы личные его там какие-то коммерческие интересы, или за ними стоят, ну не знаю, какие-то там московские бизнес там группы, вложения и так далее? Да, конечно, и у Константинова есть группа, скажем, компаньонов с Москвы, и у Аксенова есть. Еще в 2014 году очень быстро они строили эти, скажем, отношения. И откуда у самого Константинова такие деньги? Это нищие в долгах, в позорных долгах существо, которое миллиардами вот того периода гривен было должно, и, к сожалению, в период Януковича, сколько бы ни апеллировали, но и Могилев, вот, кстати, одна из ответственностей Могилева, который, что он там говорил, порядок, закон, да, вот на этих выборах. Вот благодаря таким, как Могилев, и далее по цепочке, вот это ничтожество, оно имело возможность выжить, и сегодня оно, как результат, Крым, благодаря им, превращается в такую зону их интересов, и им глубоко наплевать, как я выше сказал, на все остальные моральные ценности. Ахтем, скажите, а вот можно ли ожидать дальнейшей застройки заповедных крымских территорий? Ну, не знаю, можно предположить там для того, чтобы предлагать их и продавать там москвичам в качестве там дачи или еще чуть для какой-то цели. Потому что, ну, есть, видимо, наверное, прибрежная территория достаточно плотно застроена, а вот горный Крым, он еще не освоен компанией «Консоль». Ну, только «Консоль», и эта проблема очень кричащая, но ни один день не останавливались эти планы по застройке горной части. И по той информации, которую мы получаем, в очень таких вот сакральных для природы, для людей, для, в общем-то, понимающих людей местах появляются бетонные сооружения.
Если кто-то думал, что только там такие памятники исторические будут загажены, боюсь, что весь Крым, вот чем дальше будет длиться оккупация, тем больше загаживаться будет весь Крым. Понятно, спасибо вам. Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа и ранее депутат. Он был также Ахтем Чийгоз Бахчисарайского районного совета. Почему мы говорим с Ахтем Чийгозом? Ну, во-первых, потому что это Крым, во-вторых, эта территория, да, она тоже к Бахчисарайскому районному совету относится. Напомню, о чем сегодня мы говорим. Значит, компания «Консоль» застраивает охранную территорию вокруг Крымской астрофизической обсерватории. Уже построен 5-этажный дом, и также сейчас возводится 12-этажная гостиница со спа-комплексом. Ранее ученые Крымской астрофизической обсерватории в 2007, 2008, 2010, 2013 годах выходили на митинги и требовали, чтобы не было этого строительства. Сейчас не выходят. Но говорят о том, что митинги просто-напросто запрещены на той территории, которая сейчас контролируется Россией. Хотя вот в таких приватных беседах говорят о том, что это не есть хорошее решение строить такие многоквартирные дома рядом с астрофизической обсерваторией. А вот нас интересует мнение. Вообще, насколько можно говорить о вреде для научных исследований со стороны вот просто-напросто самого обычного такого бытового света. Насколько это вообще мешает работе ученых? Этот вопрос я сейчас постараюсь ответ на него получить у Ярослава Яцкева, директора Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины. Ярослав Степанович, здравствуйте. Добрый вечер. Вот скажите нам, пожалуйста, да, мы люди далекие от астрономии, от научных исследований, но тем не менее, вот обычное самое такое вот световое, что называется, это загрязнение, насколько оно мешает работать астрономам? Ну, в принципе, очень мешает, поэтому астрономы всегда выбирают места для своих астрономических обсерваторий, отдаленные от городов, в условиях горных, высокогорных, где прекрасная прозрачность атмосферы, где нет искусственного освещения. Только это дает возможность получать результаты высокого научного уровня. Поэтому, в принципе, мировой опыт говорит о том, что всегда вокруг обсерватории есть охранные зоны, и это служит как бы гарантией того, что обсерватория сможет проводить наблюдения на высоком уровне. Скажите, а вот украинским законодательством регламентируется величина этой охранной зоны? К сожалению, нет. Главная астрономическая обсерватория, в которой я работаю, была создана в военное время в 1944 году. И тогда было понимание. У нас была охранная зона в Голосеевском лесу, выделена постановлением Кабинета министров УРСР, тогда подписал Никита Хрущев, и мы гордились такой охранной зоной. Потом жизнь изменилась, и тоже в нашей охранной зоне, здесь, в обсерватории, началось строительство так называемого больницы будущего, которую затеял в свое время экс-президент Ющенко Виктор Андреевич. Угу. А скажите, а возможно ли вот какое-то, ну, скажем так, мирное соседство жилых домов и, ну, вот обсерватории? Ну, не знаю, там, шторы, да, чтобы люди завешивали на своих окнах, или каким-то образом там какие-то стеклопакеты установить, ну, разные, знаете, есть там фантазии у людей. Да, раньше обсерватории строили небольшие жилые помещения для наблюдателей и для людей, которые жили. И у меня есть жилищный комплекс, но нет высотного строительства. Есть специальные условия, чтобы не было освещения дворов, чтобы не было другого света. То есть такие условия были и есть. И обсерватории научились таким образом как бы предохранять себя от влияния такого освещения. Но повторяю еще раз, что высотные здания в принципе нельзя считать
возможность строить в условиях обсерваторий. Спасибо. Обсерватория – это уникальное сооруження, це національне надбання, кажучи державною мовою, і його треба берегти, іначе ми можемо втратити можливість брати участь у високих науковых результатах светового рівня. А вот скажите еще, Ярослав Степанович, такой вопрос. Вот эта Крымская обсерватория, которая находится в поселке Научный, есть ли у нее аналоги на материковой Украине? Ну, скажу так, Кримська астрофізична обсерваторія в свій час, в часи Радянського Союзу, була одна з найбільших обсерваторій Академії наук СРСР. Після цього Академія наук Росії, СРСР, а потім Росії, побудувала велику спеціальну астрофізичну обсерваторію на Північному Кавказі. Московський університет побудував обсерваторію поблизу Кисловодська, в гірському масиві поблизу Кисловодська. Головна астрономічна обсерваторія, ось де в Києві, де я працюю, побудувала високогірну обсерваторію при Ельбрусі на висоті 3200 метрів. Таким чином, якби Кримська обсерваторія зайняла почесне місце у цій п'ятірці великих обсерваторій. Але після того, коли обсерваторія перейшла до Міністерства освіти і науки України, нам вдалося підняти її статус. Я, до речі, тоді працював в цьому міністерстві. Обсерваторія була переведена на першу категорію оплати праці і були виділені відповідні фінансування для збереження інфраструктури обсерваторії, унікального телескопу з діаметром дзеркала 2,6 метра, який був колись найбільший телескоп в колишньому Радянському Союзі. Як я вже сказав, після того побудували телескоп 6-метровий на Північному Кавказі. А в нас на Прилібрусі телескоп має діаметр 2 метри. Тобто сила телескопу залежить від діаметра дзеркала і того місця, де він знаходиться. І таким чином Кримська обсерваторія в часи належності до Міністерства освіти і науки стала якби головною астрофізичною обсерваторією для українських астрономів. І зайняла досить почесне місце, вже якби маючи статус національного такого астрофізичного центру України. Нам вдалося багато зробити разом тоді з Кримською астрофізичною обсерваторією. І мені було дуже боляче, що невдячні деякі працівники, які так з таким ентузіазмом сприйняли там перехід до Росії, фактично втративши той високий статус і рейтинг, який вони мали, коли були в статусі Української обсерваторії. Тому зараз я, на жаль, спостерігаю падіння наукового статусу Кримської астрофізичної обсерваторії, хоча деякі спостереження там продовжуються і ведуться працівниками цієї обсерваторії. Але, повторяю, якщо брати світовий рейтинг, обсерваторія значно поступається зараз за рівнем і втрачає цей високий рівень. А тим більше, якщо там буде оце будівництво консолі Аксонова і все інше, це взагалі приведе до того, що обсерваторія ще більше втратить свої потенційні можливості. Спасибо вам. Это был Ярослав Яцкев, директор главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины. Мы продолжаем программу. Напомню, что в охранной зоне Крымской астрофизической обсерватории в 2015 году был построен компанией «Консоль» жилой комплекс «Лесной», а сейчас продолжается строительство 12-этажной гостиницы со спа-комплексом. Вообще, с чем связан интерес строительной компании «Консоль» вот к таким объектам и почему там строятся такие объекты, может быть, да, где еще возможно строительство этой компании, при каких условиях? Вот этот вопрос я адресую Сергею Макрушину, крымскому журналисту-расследователю. Сергей, приветствую. Сергей, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Да. я вас слышу. Да. Сергей, да, вот по поводу непосредственно самой компании «Консоль» у меня вопрос к вам. По поводу компании «Консоль», что я могу сказать? Ну, во-первых, да, мы должны понимать, что несмотря на то, что крымский спикер отрицает свою причастность к этой компании и рассказывает о том, что я продал с 2010 года, мы, вот конкретно Центр журналистских расследований крымский, неоднократно доказывал, что Владимир Константинов причастен к этой компании. Это первое. Понимаю, что Владимир Константинов стал лицом оккупации Крыма. Мы должны отдавать себе отчет в том, что у него есть, как и у Сергея Аксенова, карт-бланш на разорение Крыма. И поэтому у Константинова сейчас удается то, что не удавалось в бытность его спикером Верховной Рады Крыма, не удавалось в то время, когда Крым находился под контролем Украины. В частности, мы видим вот эту историю в научном. Раньше, когда были попытки начать застройку, включались средства массовой информации, протестовали сами научные сотрудники этой обсерватории, и удавалось этот процесс остановить. Сейчас мы видим, что этот процесс не остановим, и фактически у Константинова сейчас развязаны руки. У него логика вполне понятная, мы эту логику знаем уже очень давно. Она соответствует логике, наверное, простейшего организма. Это захватывать территорию, активно пожирать все, что на ней находится, и всячески множиться. Мы знаем, что у Владимира Константинова довольно-таки большое количество родственников и друзей присутствует в нынешней администрации подконтрольной России. У него было много родственников и друзей и раньше. Мы называли это спрутом консоли. И поэтому его все вот эти сделки, все его проекты, в том числе такой варварский проект, как застройка в научном, они находят поддержку в разных ветвях власти. И поэтому у него это получается. Сергей, такой вопрос. Ну вот господин Константинов и та строительная компания, с которой он сейчас отрицает связь, но тем не менее, вот по российским меркам, наверное, это небольшая строительная компания. А тем не менее, по-прежнему строительную компанию «Консоль» называют крупнейшей на территории Крыма. На ваш взгляд, а почему так происходит? Почему вот никто этой строительной компании не может составить такую реальную конкуренцию на территории аннексированного Крыма? Или может, а мы просто об этом не знаем ничего? Нет, реальная конкуренция есть, но я бы не назвал это конкуренцией, я бы назвал это каким-то синдикатом застройщиков, который работает сейчас в Крыму. Есть такой застройщик Кабанов, хорошо известный в Севастополе. Вот у него с Константиновым довольно-таки неплохие бизнес-связи. Я так понимаю, что в некоторых проектах они, если не участвуют вместе, да, то находятся в контакте. Например, у Кабанова есть производство цемента, если не ошибаюсь, и компания Константинова этим пользуется. Во всяком случае, Владимир Константинов был на открытии этого производства. И я думаю, что если бы это была конкуренция, да, мы бы видели эту конкуренцию. На самом деле они нарезают крымскую землю в таком сговоре и совершенно спокойно ее осваивают. Угу. А почему российские тогда компании не заходят, если, как вы думаете? Или заходят? Я думаю, что российские компании не заходят по причине, если это серьезные большие застройщики, которые привлекают большие инвестиции, они в Крым не заходят по причине его токсичности. Возможно, ситуация поменяется после того, как российское правительство решило сделать Крым таким офшором, да, такой тортугой финансовой, таким пиратским островом, разрешив скрывать данные об учредителях, о бенефициарах того или иного. Возможно, после этого застройщики будут крупные российские заходить на аннексированный полуостров. Но пока мы видим, что активно очень действуют местные застройщики. Мы видим, что дела Владимира Константинова сейчас идут довольно-таки неплохо, учитывая, что на конец 2013 года компания «Консоль» была практически обанкрочена. Понятно. Спасибо вам. Сергей Макрушин, крымский журналист-расследователь, был на телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Еще раз напомню, о чем мы сегодня говорим. Как сообщают крымские СМИ, на территории охранной зоны астрофизической научной обсерватории в поселке Научный, это Бахчисарайский район, там сейчас строительная компания «Консоль» в 2015 году построила 5-этажный жилой комплекс, а сейчас там продолжает возводить 12-этажное здание гостиницы со спа-комплексом. И вот эта гостиница, как вы сейчас услышали,
по мнению экспертов, ученых, это строительство просто-напросто может поставить крест на любых научных исследованиях в этой самой астрофизической Крымской обсерватории, которая до 2014 года точно была лучшей на территории Украины. Но сейчас к чему все это приведет, увидим в самое ближайшее время. Единственное, только что хочу напомнить, если вот до 2014 года ученым этой обсерватории часто удавалось остановить там строительство, просто-напросто выходя на митинги, протестуя, то после 2014 года митингов никаких нет. Застройщик тот же, территория та же, флаг поменялся. Это программа «Крымский вечер». Продолжение слушайте через несколько секунд. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Это программа «Крымский вечер». Коллеги попросили напомнить вам, чтобы вы подписывались на нас на YouTube-канале, на страничку «Крым Реалии» и на Фейсбуке. Тоже есть страница «Крым Реалии». Подписывайтесь. Все наши трансляции прямых эфиров там можно найти, а также самые важные, свежие новости. Александр, я к вам вернулась с новостями будущего. А тут вот уже просят, давайте уже пармезанить, а то скучно. Вот понимаете, когда люди слышат о том, что вот наши комментаторы в социальных сетях, когда они слышат правду, им становится скучно. Видите, как бы. Ну вот, когда они слышат о том, что заслуженный строитель Украины, господин Константинов, он после того, как он присягнул России, ему удалось застраивать заповедные территории, им это скучно, понимаете? А при Украине до 2014 года у того же самого человека, у него не получалось, это им не скучно. Да, вот то, что сейчас происходит, это скучно. Ну, бывает. Давайте повеселим народ. Да, ну я прошу прощения, у меня просто мое субъективное мнение, что очень была интересная у вас такая тема. Я, по крайней мере, особо в крымских медиа таких тем не вижу. Так вот, что у нас здесь такое интересное? Знаете, есть такой российский байкер по кличке, или как это правильно сказать? По кличке По прозвищу Хирург. По прозвищу, да, простите. Так вот, мечтает ли Залдастанов приехать в Украину и проехаться по Киеву? Такой вопрос поднял в интервью с лидером мотоклуба «Ночные волки» корреспондент телеканала «Вести Крым» во время интервью. Давайте послушаем фрагмент, что же ответил Хирург. То, что мы сейчас сидим, тот флаг, который реет над Крымом, над Севастополем, есть вот как раз то самое чудо, свидетелем которого я лично стал в 2014 году. Когда мечты, вот такие рациональные мечты, материализовались. Понимаешь, казалось бы, это невозможно. При том полицейском, которым сейчас правит миром. Но оказалось можно. Оказалось, есть вещи, которые выше даже технологий. Конечно, есть вещи, которые выше технологий. Это высокие технологии называются, я бы так сказал, господину Залдастанову. Кстати, господин Залдастанов и до 2014 года свободно приезжал в Крым, так же, как свободно приезжал в Крым и господин Путин, и даже устраивал там свои шабаши, вот эти мотоциклетные, в Севастополе причем. Да, вот есть знаменитая фотография, там, где он с Путиным на территории. Это была еще фотография, сделана еще до 2014 года. Но Залдастанов расширяет свою географию. Я имею в виду, что на этот раз, во время своего приезда в Крым, он побывал, где бы вы думали? Проанонсируйте немножко крымский пармезан, ну, пожалуйста. Господин Залдастанов побывал в Симферопольском СИЗО, если быть точным, и сказал, что ему там его очень тепло там приняли. Звучит очень красиво, конечно. Залдастанова приняли в Симферопольском СИЗО. Я не знаю, почему он так выразился, но вот любая его речь, она становится на самом деле потом объектом мемов и шуток. Да, вот можно просто растягивать, делать специальный выпуск пармезана. Да. И вот вспомню, как он в 2014 году, это его знаменитый спич про русофобию, вот эту вот русофобию, которую вы здесь затеваете. Нет, но мне кажется, на самом деле у вас появился конкурент, это как раз вот этот вот ведущий, да? Нет, ведущий Вести Крым, потому что он там как раз где-то на выпуск крымского пармезана и записал этого интервью. Замечательно. Что у нас еще интересного? Ваша любимая новость следующая. Я знаю, что вы любите такую тему. Керчане снова недовольны и задыхаются. То есть задыхаются от недовольства. С Ливневки в реку Меле-Чесме
незаконно сливают нечистоты. То есть обычно они привыкли к тому, что законно сливают нечистоты, тогда они не задыхаются, с ними все нормально происходит. А тут незаконно сливают нечистоты. В Керчи жители улицы Заречной, Весна на Заречной улице, продолжают задыхаться от запаха канализационных стоков, которые незаконно сливают в реку Мелекчесме. Слив производится в вечернее время, обычно после 22 часов. Жители района объединились и провели расследование и выяснили, что к ливневой трубе кто-то подключил канализационную. Как неожиданно. Вообще в приморских, крымских городах никогда такого не было, и вот опять. Слив нечистот уже происходит больше месяца. На постоянные жалобы керчан администрации города, водоканал и санитарная станция не реагируют. Кстати, вот в моем родном городе Феодосия, это, конечно, не Керчь, но это Феодосия, там вот эта самая труба, она вытекает прямо в самом центре города, ливневая канализация, и она течет. Вода из этой ливневой канализации течет в Черное море, в виде черного цвета, абсолютно черного цвета, течет даже когда дождя не бывает месяц или два, а вода все равно через ливневую канализацию продолжает течь. Ливневая канализация, напомню, это вода, которая, да, вот, она собирает ту воду, которая падает в виде осадков. Но не только воду. Да, но оказывается, на примере не Керчи. только воду, да. Но здесь вот какая интересная информация. Одна из жительниц района не выдержала, собрала подписи и написала президенту России Владимиру Путину. Сразу после ее обращения с ней связался Олег Кузнецов, который приехал увидеть проблему своими глазами. Это мы цитируем сообщение сайта Керчь.ФМ. Кузнецов не хотел представляться возмущенным гражданам и скрывал свою фамилию, но ответил, что он из Минприроды Крыма. Должность Олега Михайловича так и осталась секретна, но более 30 человек повели, значит, этого мужчину показывать ему проблему, но уверял он, что он никакого противного запаха не слышит. Давайте вот мы сейчас послушаем с вами. Запах не будет? Как У нас только звук встреча? будет, да? Хорошо. Вы мне скажите, мне до фени, кто за что отвечает? Почему речка воняет? Я рыгаю по ночам, блин, вот, я не могу, вот я блин. пришел с вами в этом разобраться. Покажите мне. Разобраться на что приходите в 9 часов вечера. Это что, вот это вот 80 человек просто так подписали? Знаете? Я как раз по обращению уже работаю. Вот Да. посмотрел этот Олег Кузнецов, который якобы из Минприроды Крыма, на все это, посоветовал обращаться в другие органы и уехал. Люди просили эколога хоть 5 минут поработать по совести, а на это он им ответил: у нас, если по совести работаешь, потом так накажут, что мало не покажется. Замечательная вообще фраза. Замечательный чиновник, замечательную правду сказал дорогим керчанам. Они до сих пор никак не могут понять, вот те, которые обращаются, в какой реальности они оказались. Что у нас еще? Все остальное мы, наверное, вам расскажем уже в понедельник. У вас есть возможности целых 10 секунд пожелать нашим слушателям хороших выходных. Я желаю нашим слушателям хороших выходных, в особенности тем комментаторам, которые сейчас вот пишут такие замечательные комментарии по поводу того, что это канал в основном... ладно, это я не буду читать. Мы потом после эфира почитаем. Да, после эфира почитаем. Александр Янковский, Лена Римовская были с вами. Всего вам доброго.